Кырым татар өрнегі халқымыздың маневи ве maddi байлығы. Оның күчі бұйық, манасы есе қиметлідір. Örnek öz tasvirinde gönül tili, halk ümitleri ve inançlarını saklay, korçalaf funksiyasını beceri. Gizli timsaller en çok urba, ev donatma eşyaları, savutlarda tasvir olungan. Başkaları kapı, raf ve tavanlarda saklangan. Miras programması bu sefer milli örneğimizin tek dilberligi hakkında değil de onun unikal tarihi ve manası hakkında hikaye edecek. Kırım Tatar örneklerinin tili unikal, çeşit ve manalıdır. O çok asırlar devamında şekillenip, Kırım'ı meskun etken her bir etnosның hususiyetlerini aks ete. Ecdatlarımızın tarihi, medeniyeti, urf adetleri, ömür tarzı hakkında hikaye etken her bir kıvırcık, her bir yaprak öz güzelliğinin meftun ete. Örnek özünce kod olup, içinde bir sıra dilek, arzu, yollaну ve amaylarını gizley. İslam dininde insan ve hayvanlarının tasvirlenmesi yasak olğanı için en çok өсімліктер timsalleri tarqala. Олардан ләле, yüzüm, gül, nar, badem, servi, karanfil bellidir. Endesevi timsaller de sık rast kele. Aslında Kırım Tatar örnekleri neler hakkında hikaye ете? Ну, если говорить о национальных орнаментах вообще любого народа, то они всегда несут в себе информацию для народа. И они настолько древние, эти вот информационные коды, что они у всех народов складывались примерно в одно и то же время, и они одинаково энергетически наполнены. И основные их две задачи – это продолжение рода и достаток. Потому что без этих двух основных моментов, в общем-то, человеческая жизнь невозможна, и продолжение жизни человека невозможно на Земле. Поэтому вот эти символы, эти послания, они заложены в орнаментах, и в наших в том числе. И разгадывать их – это очень интересно, это возможно, тем более, что искусствоведческая наука, она достаточно широко развита, и сегодня все больше и больше искусствоведение разделяется на два направления. Тех искусствоведов, которые считают, что изобразительное искусство, вот народное, народно-художественные промыслы – это мастера, которые вот что видят вокруг красоту родной природы, то и фиксируют на предметах. И другая часть искусствоведов, которые утверждают, что это не просто декоративное украшение предметов быта, но это еще некое послание, это некая программа. Я называю ее антивирусной программой, которая от предков передается к их потомкам и которые нельзя ни нарушать, ни менять, ни деформировать как-то. И вот этот вот момент, он в наших орнаментах есть, я его понимаю, читаю и стараюсь вот нашим ученикам это доносить. Siz uchun bu san'atni o'rganmak bu nedir? Знаете, искусство такое понятие, оно всеобъемлющее, оно очень широкое, оно очень объемное. Вот. Но для меня лично мое искусство – это сказать людям, которые меня окружают, моим ученикам, во-первых, то, что мы все ягоды одного поля. Второе, что мы говорим на одном языке, нам просто нужно прислушиваться друг к другу. Третье, что нас волнуют одни и те же проблемы, одни и те же вопросы. И если я в жизни так поступаю, если меня кто-то не понимает, я с кем-то разговариваю, я стараюсь об одном и том же сказать, но уже по-другому, другими словами, другими выражениями. Вот точно так же в своем искусстве. Если мне не всегда удается там, моей живописью что-то сказать, я перехожу к коллажам. Если в коллажах мне что-то не удается, я работаю с предметами вот, народно-художественного промысла, с декоративно-прикладным искусством. Какое-то время я работала в кино, там более или менее что-то удается, да, сказать, потому что над тобой есть режиссер. Но в целом вот этот момент диалога, он для меня очень важен.
Часто художники говорят, что да мне все равно, что подумают люди, главное мое самовыражение. Но на самом деле это не так, потому что любой человек, который занимается искусством, он создает некую вселенную. И, конечно же, в этой вселенной он не может быть один. Конечно же, ему хочется, чтобы с ним вместе в этой вселенной присутствовал кто-то. И поэтому эти люди, это близкие, это друзья, это единомышленники. И поэтому, конечно же, вот этот круг, он очень важен, чтобы он понимал искусство Творца, чтобы он взаимодействовал. Ведь есть же еще и обратный момент, что общение с людьми меня наталкивает на какие-то открытия, на какое-то видение какой-то проблемы. И поэтому я тоже благодарна своему окружению и тем людям, с которыми я общаюсь, что они мне что-то открывают в жизни. И поэтому я считаю, что это дорога с двусторонним движением. Evvel ecdatlarımız öz icadında nesiller şecerесine махсус мана bağışlagan. Onun her bir elementi doğru yerde, doğru şekilde yerleşmelidir. Çünkü denişken yerden manası, takdiri da denişe, деп sayılmakta. Мы начинаем всегда составлять композицию с нижней части, с предков, потому что мы обращаем свои просьбы к своим легендарным предкам, то есть, по сути дела, уже к покровителям рода, к покровителям этой семьи. И вот это обращение мы укладываем вот в такую ладьеобразную структуру, которая, собственно, и является тем, что доставит нашу просьбу до этих предков. Глубоко не буду в символичный такой вот этот долгий путь объяснения, почему именно вот ладья, но она связана с нарождающимся новым месяцем. И вот в эту новую ладью, в эту ладьеобразную структуру уже укладывается родовое древо, состоящее из 9 композиций, из 9 элементов. 9 элементов – это знак силы, это знак стабильности, это знак постоянства и некой повторяемости. И всегда в родовом древе у нас будут элементы, обозначающие предков или старшее поколение в семье. Всегда будут элементы, обозначающие жену-мать. И всегда будут элементы, изображающие детей этой семьи, этого рода. Всегда будет символ, обозначающий отца или мужа, того мужчины, который является защитником этой семьи, на котором эта семья держится. И символ будущих потомков, которые, собственно, о чем это говорит родовое древо? О бесконечности, не о бессмертии в значении, что мы бессмертны как боги, а мы бессмертны в своих потомках. И вот это бессмертие в Пальмете, в будущих потомках, оно закладывается. Это очень важная композиция, она программирует молодую семью, по сути дела, на гармоничные отношения, на правильные отношения в семье, на выстраивание этих правильных отношений. И если мы элементы правильно используем, в правильном месте их размещаем, то тогда эта программа будет работать как антивирусная программа. Она будет нам помогать, она будет нас реабилитировать после нервного мира, в котором мы живем, и будет возвращать к правильным мыслям и к правильным поступкам. Но, конечно, каждый мастер имеет свои художественно-стилистические особенности, и поэтому даже та же ладья, она у каждого мастера будет изображена по-разному. Здесь вот ладья, вот здесь вот у нас тоже ладья изображена. Вот в этой структуре обязательно просьбу нужно уложить, как я всегда на занятиях говорю, в конвертик, чтобы дошло, чтобы ваше послание дошло. Символы предков обозначаются разными элементами. Это могут быть гвоздики, это могут быть гранаты, это могут быть солярные знаки. Очень часто я слышу, что мастера говорят, что это элемент роза, женский символ, который защищается как бы от сглаза коготочки. На самом деле это рудименты солярного цикла, солярного символа, и они обозначают бессмертие. Но не бессмертие в смысле, что я живу вечно, а бессмертие вот в потомках. Следующим элементом, важным в родовом древе, является женский символ женщины-матери. То есть женщина, находящаяся в репродуктивном возрасте в семье, она жена вот этого главного элемента кипариса. Часто это 6-лепестковая роза.
шестилепестковая, потому что именно женщине вменяется в обязанности гармоничных отношений. А в основе шестилепестковой розы шестиконечная звезда, два треугольника, наложенные друг на друга. Вот здесь мы можем видеть на этой композиции такую розу, состоящую из двух треугольников. Но также роза женщина-мать может быть в виде бадема, миндаля, но обязательно с юбочкой. Юбочка обозначает как раз вот этот вот возраст материнства. В центре композиции у нас мужчина, глава семьи, защитник, кормилец основной, тот, кого эта женщина любит, холит или лелеет. И он у нас изображен в виде кипариса. На этой композиции здесь он в виде кипариса, здесь он у нас в виде кипариса, здесь в виде кипариса. Но бывает на многих композициях он изображается в виде тюльпана. Скажу сразу, что элементы, вот я их сейчас называю, кипарис, тюльпан, роза там, и так далее, если мы на них посмотрим внешне, они не очень похожи на эти растения, потому что элементы крымско-татарского орнамента, как и многих других народных орнаментов, они не иллюстрация к реально существующему миру, не иллюстрация к растениям атласа Крыма. Это такой жаргон между мастерами для того, чтобы быстро сказать тюльпан, быстро назвать элемент. На самом деле это целое понятие, целый блок понятий, который сюда закладывается. Поэтому это условно тюльпан, условно кипарис, там, условно соган. Да, я вам показывала соган. И когда мы часто встречаем такой вопрос к нам, кипарис – это же дерево печали, почему мужчина изображен кипарисом? Потому что это не кипарис на самом деле. Этот элемент похож на кипарис, но в принципе эта каплевидная форма, она у нас мужского символа, который присутствует в наших орнаментах тоже очень много его, особенно чем старше орнамент, чем он более древний, тем активнее этот элемент присутствует. То есть это прямая иллюстрация единения между небом, мужчиной, отцом, и землей, женщиной, матерью. То есть союз между ними возможен только при наличии дождя. Тогда земля будет давать всходы, тогда будет продолжение жизни в этом пространстве между небом и землей, и, собственно, и будет вот то, что необходимо. Деток очень часто в крымско-татарском орнаменте или будущее потомство изображают в виде сердечек. Это не символы любви, я на этом настаиваю. В виде тюльпанов и в виде бадемов. Обратите внимание, что этот бадем без юбочки. То есть это еще не мать, она еще не замужем, то есть это еще только вообще пожелание этому роду, этому семьи, потомству мальчиков и девочек, чтобы они были, чтобы было продолжение рода. Чтобы это было долго, постоянно и бесконечно, здесь к бадемчику добавлена спиралька. Спираль – символ бесконечности, вечности, постоянства и такой цикличности, то есть чтобы в этом роду всегда были потомки. Если мы спиральку перенесем вниз туда, где потомки, это значит вечная память потомков. То есть мы всегда будем постоянно их помнить. Сам солярный символ, он тоже как спираль вращается. То есть получается как торт Наполеон. Мы накладываем один символ на другой, и он становится еще сильнее, еще активнее, еще мощнее. Это очень важно. Завершающим элементом в родовом древе всегда является пальмета. Это один из важных, тут нельзя сказать, что самый важный, один из важных элементов, который ни в коем случае нельзя трансформировать, который нельзя изменять. Он у нас может быть двух видов, может быть такой древний тюркский в виде пальметки, остренький, такой со стрелочкой в серединке, такой остренькой. Либо он может быть вот такой вот исламский, называющийся фиранги, который похож на такой красивый цветочек, такой вот с лучеобразными элементами. И рассматривая старые наши вышивки, я обратила внимание, что очень часто пальмета, у нее хвостик, верхушечка загнута вниз. В изобразительном искусстве все, что нарисовано вниз головой или поворачивается вниз, это символ ушедшего.
Ayni şuläli timsal olarak türlü şekilde tasvir olunabilir. Usta özünce ona göre ve öz eserinde gösterebilir. Misal olarak yapraçık ve bademler ömrünün doğuvu hakkında bildirir. Ressamın ustalığına ise keten ya da grafikada nasıl güzel resim yaratkanı boyunca kıymet kesilir. Ama tasviri sanat ve halk bediiy sanatı iki türlü ceryandır. Bunun farkını bilmegi pek mühimdir. Ressamlar misal olarak öz içki alemini, dünya bakışını icra eteler, obrazlar ile düşüneler. Ama halk bediiy sanatının ustaları milli annelerimizni saklay. Ressam halk bediiy sanatının motivleri boyunca eserlerini yarata. Usta ise öz işlerinde urf adetlerini gösterip, onlarını devam ettirir. Ondan halk bediiy icadı ayakka tura. Şu toprakta umumen bütün sanat o'sib chiqa.